Ассаламу алейкум. Это информационная программа «Неделя». Меня зовут Ислам Ершов. И вот о чем мы расскажем вам сегодня. В республике дали старт строительству новых мечетей. Святыни появятся в Итумкали и чеченской столице. Бескомпромиссная борьба и торжество силы. В Ахмат-Юрте прошел турнир по дзюдо среди учащихся школ хафизов. Важный период в жизни всей страны. Как идет подготовка к выборам президента России? Вы будете принимать участие в выборах? Обязательно. В Итумкали состоялась церемония закладки капсулы под строительство новой мечети. В мероприятии приняли участие советник главы региона муфти Салах Хаджи Межиев, глава администрации Итумкалинского муниципального района Ибрагим Бурсагов, представители духовенства и местные жители. О будущей святыне расскажет Хава Айдамирова. Торжественное событие «Закладка капсулы под новую святыню» собрало жителей с разных сел Итумкалинского района. Среди почетных гостей муфтий республики Салах Хаджи Межиев. Del reiskhil khaz doshmel elçene del reiskhil salahar del reiskhil ona ahatona tidamba tkhonis noqada eldo chomana na postkhil дикоша khil chupонча коношо. Муфтий региона в своем выступлении отмечает, что Всевышний одарил республику своей милостью. Везде возводятся дома Аллаха. Также в скором времени по поручению главы региона построят еще несколько святынь. دالدی کنز بیا خبرتون یا شد عدولش شیت مجدک درتن شد عدول دینا صلت عیشتا آوشن قمل خلا اشتقي نه خص دی خرشتر دین قی بیلگل اشت وين بیلگل یا الخی مسیحمت تگر الچه دلع ویا قی شیت بیلگل داخ قی شیت دی دوی الله تعالی هشود عدول درش دوين ساعات دي ماجدك درتسان هشود عدول دلي отсметки отсметки ю харитом. Новая мечеть будет носить имя первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. В ней смогут совершать коллективный намаз одновременно 1000 человек. كولتور مصو بالخمش خيوخ يلامز ده جمعة مصو أدمنا دوق صوغ دوست. В завершении участники мероприятия прочитали дуа и заложили символическую капсулу в основании фундамента будущей мечети. Все расходы на строительство мечети взял на себя региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Сообщается, что Абу Зарда, будет им доволен Аллах, сказал: посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: для того, кто возведет мечеть ради Аллаха, даже если она будет с размером гнезда куропатки, Аллах возведет дом в раю. Хава Айдамирова, Юсуп Эжиев, Ибрагим Батаев. Неделя. Между тем, новые святыни появятся также в Шейх-Мансуровском и Байсангуровском районах города Грозного. Старт строительству дали муфти Салах Хаджи Межиев и мэр Грозного Хасмагомед Кадыров. Новая мечеть будет рассчитана на 2500 человек. Строительство профинансирует региональный общественный фонд имени первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. إشتاق ديل خوس مش سان قاقن لاش بو أما ديل خوس مش ألصم يولر ديل يشنبو عليه الصلاة والسلام شعر أخا ديكو يولشول شعر ماجدك شدوخ ماجدك شدوشول شعر يوال. В торжественной церемонии также приняли участие местные жители, которые поблагодарили руководство региона за ценный подарок для верующих.
13 января наступил один из священных и запретных месяцев в исламе – Раджаб. Это время, когда верующие должны проявлять больше усердия в поклонении Всевышнему и еще больше воздерживаться от совершения греховных поступков. Об этих и других особенностях расскажем в следующем сюжете. Именно в месяц Раджаб, по мнению некоторых ученых, произошло значимое событие для мусульманской уммы. Ночное путешествие пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, из Мекки в Иерусалим и Вознесение. Тогда пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и его умме был дарован пятикратный намаз, благодаря которому ежедневно каждый верующий обращается ко Всевышнему. Hun elçe dal dezdinig dezhiyetardat del khuyur shulsta genibem. Zonder okhbet chuha duqna goyna shayna payd nishlohush. Эхер тахбольч балхана шейна дуqa пайда оkhbet chuha üç. В дни месяца Раджаб, как и на протяжении остальных запретных месяцев, увеличивается наказание за совершение грехов. Поэтому верующие должны более внимательно относиться к своим поступкам и действиям. Deli yaşın aleyhissalatu vesselam lar bin buht buyur. Lar bara korte dekudu ugur halqara stagu şaşin deşto zulum ditarduy. Şaşin deşto zulum ditar bu okudu iza haram dalhuma ogbet chuh ditar. Nahan deşto zulum ditar. Estina ve mahkoşka qayqan balu urdar suna ogbet chuh dik amal yelu uşolçu Угур корте да диза кудон альчацу нахан дешто зулум диттиесу. В Сунане Абу Дауда сказано, что поистине пророк, да благословит его Аллах и приветствует, побуждал поститься в запретные месяцы, и Раджаб относится к ним. О запретных месяцах сказано в Священном Коране. Поистине, месяцев у Аллаха 12. Так было записано в книге в день, когда Аллах создал небеса и землю. 4 из них запретные. Такова правая религия, и посему не поступайте в них несправедливо по отношению к семье. Халимат Шахидова, Имам Юсупов, Ибрагим Батаев. Неделя. В Чеченском государственном университете имени Ахмата Хаджи Кадырова прошла встреча советника главы республики Муфтия с молодежью. Салах Хаджи Межиев рассказал студентам вузов и активистам молодежных организаций о ценностях религии ислам и необходимости опираться на достоверные источники информации в тех или иных вопросах. Особенно духовный лидер предостерег подрастающее поколение от лжеидеологов в социальных сетях. Также слушатели смогли задать интересующие их вопросы. В первую очередь, это же, конечно же, новые знания о моей родной религии, а также, конечно же, новые знания и повторение уже изученных касательно традиций моего народа. В Ахмат-Юрте прошел турнир по дзюдо, посвященный дню рождения советника-помощника главы региона Хамзата Кадырова. Участниками соревнований стали воспитанники школ хафизов Чеченской Республики. От каждого учебного заведения были заявлены 10 лучших спортсменов. Имена победителей знает Шамил Ирсанбиев. Спортивный зал на несколько минут стал местом коллективной молитвы. Это потому, что соревноваться здесь будут хафизы, привыкшие любое дело начинать с восхваления Всевышнего. После молитвы и мавлида начинается турнир по дзюдо, посвященный дню рождения Хамзата Кадырова. Хафизы не жалеют голоса для поддержки участников. В ежегодном турнире соревнуются воспитанники всех 7 школ хафизов Чеченской Республики. При каждом учреждении есть спортивные залы и профессиональные тренеры. спорт جو يشغل طبعا هو قوس ما كيرشن بوبوش سال ملك هيغوس شيء ترينروكشكا اقوقع هاش قدوق ساغا داخسن ساغا دا اوبويلا الحافش ويموت ايران شو مخنا да биркте бой има чо иран биркта собо что бой. От каждой школы хафизов участвует по 10 спортсменов. Они соревнуются в весовых категориях 27, 33, 37, 44 и 53 килограммов.
Итоги подведены. Третье место разделили Урус-Мартановская школа хафизов имени Харуна Алавдинова и Биноевская имени Ташу Хаджи. Вторыми стали спортсмены Аргунской школы имени Табарик Байсултановой, а первое место уже несколько лет подряд занимает школа хафизов имени Зелимхана Кадырова села Ахмат-Юрт. Поздравил призеров и победителей президент Федерации дзюдо СКФО Амрудди Эдельгириев. Турнир по дзюдо среди школ хафизов проводится ежегодно. Это помогает мутаалимам расти не только духовно, но и физически. Шамиль Рисанбиев, Юсуп Эжиев, Аслан Висхаев. Неделя. Старинная мечеть селения Новые Атаги признана одним из объектов культурного наследия народа в России. О таком решении объявило Министерство культуры страны по итогам специальной экспертизы. Святыня была построена более 100 лет назад и до сих пор служит верующим. Подробнее расскажет Хава Айдамирова. Центральная мечеть – главная достопримечательность села Новые Атаги. Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 19 декабря 2023 года мечеть включена в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов России. На месте нынешней святыни до начала ее строительства стояла небольшая деревянная мечеть, построенная еще в 1880 году. В начале 20 века жителями села Новые Атаги было решено возвести на ее месте новую мечеть. В августе 1913 года она была открыта для верующих. В верхней части мечети в стены встроены камни-песчаники с именами жителей села, принимавших участие в строительстве мечети. Надписи на арабском языке. Исрапил, сын Исмаила, Исмаил, сын Мусы, Джабраил, сын Ибрахима и много других. В честь столетия со дня основания мечети ей присвоили имя известного ученого-алима Элаха Муллы Дибирова. Он был имамом села Новые Атаги еще в XIX веке. Несмотря на две военные кампании, святыня хорошо сохранилась. В мечети проводились реставрационные работы, и она до сих пор полноценно функционирует. صولت ياها شيء أزير قويت لوخ شراحة أقمش دقي باش وقوش يوخ ريكونستركتي إنها قنتو هنا بتشاح ويأرخوزي بتشاح ودقو مكر بيوش بول قديرس والخوج عمدار бош عمديرтер دقو علم нахбольше ишт мероприятий хилер. Новоатагинская мечеть является одной из самых старинных функционирующих мечетей Чеченской Республики. В советское время на территории Чечено-Ингушской ССР это была единственная действующая мечеть. Хава Айдамирова, Имам Юсупов, Ибрагим Батаев. Неделя. В республике идет активная подготовка к выборам президента России. В регионе создано 20 территориальных и 520 участковых избирательных комиссий. Напомню, что голосование будет проходить с 15 по 17 марта. Центр избирком зарегистрировал 11 кандидатов. Сюжет Халимат Шахидовой. В Чеченской Республике свыше 800 тысяч избирателей и традиционно один из самых высоких показателей явки на выборы в стране. В 2018 году на выборах президента она составила свыше 90%. Для чеченского народа дело не новое, потому что еще в древние времена у нас проводились выборы как так называемый мехкел. Это как бы парламент был всего края.
Туда избирались самые почетные, самые уважаемые, самые опытные и грамотные люди. Жители Чеченской Республики обладают высокой гражданской инициативой. Об этом говорит тот факт, что судьба региона решалась именно посредством выборов и референдума. Выборы президента России, которые пройдут в марте этого года, также определяют дальнейшую судьбу страны. И жители Чеченской Республики уже изъявляют готовность принять в них участие. Вы будете принимать участие в выборах? Обязательно. Конечно, безусловно, буду участвовать в выборах, потому что все, что происходит в нашей стране, это касается каждого жителя нашей республики тоже, потому что мы – это огромная единая страна. Почему важно участие в выборах? Потому что от этого зависит будущее нашей страны. В Чеченской Республике 20 территориальных и 520 участковых избирательных комиссий. Выборы пройдут на высоком уровне, уверены в региональном избиркоме. С начала кампании, со дня публикации решения о назначении выборов, с 7 декабря, избирательная комиссия приступила к информированию избирателей о предстоящих выборах. Мы все свидетели, как на улицах наших городов, сел развешаны баннеры, билборды и информативного характера материалы. Подготовка к выборам идет активными темпами. Кандидатов на пост президента России уже 11. Это представители политических партий и самовыдвиженцы. Последним необходимо до конца января собрать как минимум 300 тысяч подписей в свою поддержку. Халимат Шахидова, Адам Арсунукаев, Ибрагим Батаев. Неделя. На этом у меня все. Увидимся ровно через неделю. До встречи.